Коллеги, начинаем заседание РМО. На этом заседании будут рассмотрены следующие вопросы. Прежде всего проведем статистический анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ в прошлом учебном году, то есть в 2021 году. Рассмотрим коротко типичные ошибки и затруднения в ОГЭ и в ЕГЭ, допускаемые учащимися. Затем, насколько будет... конечно, обязательно вопрос об изменениях в ЕГЭ, которые грядут сейчас в этом учебном году. То есть ребята будут сдавать в 2022 году. Затем рассмотрим немножечко, несколько коротко, новые задачи, которые появились в ЕГЭ в связи с изменением формата заданий, и практикоориентированные задачи в ОГЭ. Ну и, конечно же, рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания предмета на основе выявленных типичных затруднений и ошибок по совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся. Также затем, то есть на этих вопросах я остановлюсь. Затем Анжелика Васильевна также даст небольшую информацию по следующим вопросам. Это подготовка к ГИА по математике в 2022 году, региональная система сопровождения формирования функциональной грамотности обучающихся 8-9 классах и механизмы взаимодействия РМО и муниципальных методических объединений. Итак, сначала речь пойдет о результатах основного государственного экзамена 9 классов в 2021 году. Но сначала хочется отметить, что в 2021 году количество участников ОГЭ, впрочем, так же, как и количество участников ЕГЭ, сокращается. Это объясняется прежде всего демографическими процессами, происходящими в республике. Значительно уменьшается, сокращается число участников с ограниченными возможностями. Число участников сокращается в 2 раза. Но процент отношения количества участников ОГЭ по типам образовательных организаций за последние 3 года все же не изменяется. На данном слайде вы можете увидеть динамику результатов ОГЭ по предмету, то есть показана диаграмма распределения первичных баллов участников ОГЭ в 2021 году. Мы видим, можно по табличке, наверное, даже посмотреть в сравнении с 2 предыдущими годами, кроме 2020 года, когда у нас ОГЭ было отменено. Мы видим, что количество не сдавших экзамен значительно увеличилось. Буквально можно сказать, что с практически с 2% до 9,5%. И уровень обученности снизился на 7,5% по сравнению с 2018 годом и на 4% с 2019 годом. Но данную статистику... Но данную статистику, давайте все-таки еще раз сюда. Данную статистику все-таки нельзя считать, наверное, на 100%, что ли, объективной и корректной, что ли, так как в 2018 году мы с вами помним, что принималось решение об изменении первичных баллов по отметке 2 по отношению к шкале, рекомендованной Рособорнадзором, что и привело к снижению или к ухудшению показателя по неудовлетворительным результатам прежде всего, но мы видим в табличке, что это также повлияло и на снижение показателей всех отметок 3, 4, 5. Приведена статистика участников ОГЭ по районам. Наибольшее количество участников сосредоточено в городах республики. Это Сыктывкар, Ухта, Воркута. Наименьшее число участников в таких районах, как Кайгородский, Троицко-Печорский, Сысольский. Если сравнивать результаты по административно-территориальной единице, то
можно сказать, можно отметить, что учащиеся лицеев Республики Коми справляются со всеми буквально заданиями. Так, это вот можно будет и по этой табличке посмотреть. Далее, высокий уровень качества обучения показывают учащиеся республиканских лицеев города Сыктывкара и также район Сысольский и город Ухта. Можно отметить, что низкий уровень соответствует, ну или как бы наблюдается в районах Ударский, Кайгородский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский. На слайдах вы можете познакомиться с более подробной статистикой участия в ОГЭ и различных районов, отдельных лицеев, гимназий, школ. Все это на этой презентации имеется. Ну, коротко остановимся на анализе результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий. Экзаменационная работа состояла из двух частей и содержала 25 заданий. Первая часть содержит задания по всем ключевым разделам математики и состоит из базового уровня. То есть она направлена на умение пользоваться математической записью, применять знания в решении математических задач, не сводящихся к прямому применению алгоритма, а также применять математические знания в простейших практических ситуациях. По уровню сложности задания распределяются следующим образом. 8 заданий имеют процент выполнения от 80 до 90, то есть практически полностью выполнимы. 7 заданий тестовой работы от 70 до 80%. 4 задания от 60 до 70%. Вторая часть тестовой работы, вторая часть экзаменационной работы направлена на проверку владения материалом на повышенном и высоком уровнях. Все задания требуют записи решений, подробного решения и грамотной записи ответов. Задания расположены по нарастанию трудности и содержат условно 2 модуля. Это алгебра и геометрия. То есть вторая часть состоит из заданий, которые направлены на уверенное владение формально-оперативным алгебраическим аппаратом, умение решать комплексную задачу, включающую в себя знания из разных тем курса алгебры, требует умения решить планиметрическую задачу, применяя различные теоретические знания курса геометрии, направлены на умение математически грамотно и ясно записать решения, приводя при этом необходимые пояснения и обоснования. Ну и также, конечно, владение широким спектром приемов и способов рассуждения. Максимальное количество баллов за всю работу составило 31. Так, ну, на нескольких слайдах, буквально там на 4, наверное, слайдах показан статистический анализ выполняемости заданий в процентном соотношении. То есть какие задания как бы ожидаемо более выполнимые, больший процент имеют. Вот я этот столбик выделила зеленой рамочкой. Вот. Также можно познакомиться с процентом выполняемости этих заданий по группам учащихся, то есть группы, которые написали на неудовлетворительную отметку, какие задания не выполняли, то есть больше не выполняли, на удовлетворительную, на 4 и на 5. Так, это все можно познакомиться самостоятельно, комментировать слайды я не буду. Так. Вот по второй части также идет анализ. Так, ну, анализ выполнения. Так, вот по второй части видим, что наибольший процент имеет задание 23. Так, ну, это, наверное, лучше сейчас мы на диаграммке все-таки. Так, вот, содержательный анализ выполнения заданий
контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена. Я выделила в рамочке, как бы условно разделив на модули, то есть первая пятерка – это практика ориентированных задач, зелененькой рамочкой выделена последняя группа – это условно опять-таки модуль геометрия, то есть это задачи только по геометрии, ну и посерединке это алгебраические задачи, алгебраический модуль. Ну и ниже на диаграмме показан средний процент выполнения заданий части 2. Так можно будет рассмотреть. Ну, небольшая характеристика, еще раз, как бы и с процентом выполняемости чуть-чуть прокомментирую. Задание номер 1. Оно выполнено на ожидаемом уровне, имеет хороший такой неплохой процент, больше чем 87, то есть почти 88%. Задание направлено на умение работать с текстовой информацией, сопоставлять информацию, предоставленную на картинке, с текстовой. Задание номер 2 направлено на умение выполнять вычисления, получать информацию, представленную на картинке. Выполняемость задания здесь составила уже ниже, практически 78%. Типичные ошибки по заданию невнимательность. Вообще можно сказать, что очень во многих в первой части самая типичная ошибка при выполнении заданий – это невнимательность и вычислительные ошибки. Задание номер 3 направлено на умение выполнять вычисления и использовать приобретенные знания и умения практической деятельности и повседневной жизни. Выполняемость задания составила еще более низкий процент, это 56. Типичные ошибки: невнимательное прочтение текста, учащиеся не обращают внимания на масштаб, делают множество вычислительных ошибок. Ну и есть, конечно, процент учащихся, которые вообще не приступают к выполнению данного задания. Задание номер 4 направлено на умение использовать приобретенные знания и умения практической деятельности и повседневной жизни, и умение строить и исследовать простейшие математические модели. Выполняемость задания составляет 27,5%. Низкий процент выполнения задания обуславливается прежде всего невнимательным, опять-таки, прочтением текста. Учащиеся испытывают затруднения в построении математической модели, допускают вычислительные ошибки или вообще не приступают к выполнению данного задания. Здесь большинство, которые не приступают к выполнению задания. И задание номер 5 из этой группы практикоориентированных задач – это задача на оптимальный выбор. Выполняемость задания составляет чуть больше, чем 17,5%. Ну и как в предыдущем задании, также низкий процент зависит от, прежде всего, от невнимательного прочтения текста задания. Вот это первая пятерка практикоориентированных задач. То есть в целом, в целом эта группа задач имеет в среднем маленький процент выполняемости. Задание номер 6, дальше блок или модуль алгебра идет. Задание номер 6 направлено на умение выполнять действия с обыкновенными и десятичными дробями. Выполняемость задания составляет почти 84%. И это ожидаемый уровень, хороший уровень выполняемости задания. Задание номер 7 на умение сравнивать десятичные и обыкновенные дроби с помощью числовой прямой. Выполняемость составляет 85,5%. В принципе, это тоже хороший ожидаемый уровень. Задание номер 8 на умение выполнять преобразование алгебраических выражений, содержащих степень, находить значение данного выражения при заданном неизвестном. Но выполняемость этого задания уже гораздо ниже, чем 71%. Но все же также все-таки достигается такой хороший ожидаемый уровень. Задание 9 на умение решать квадратные уравнения методом разложения на множители. Выполняемость задания составляет 72%. Типичные ошибки, опять-таки, вычислительные, невнимательное прочтение задания. Особенно невнимательное прочтение задания в части требований к ответу, где нужно как-то немножко уточнить, конкретизировать, выбрать
что-то в данный ответ. Задание номер 10. На умение работать со статистической информацией, находить вероятность случайного события. Выполняемость задания составляет больше, чем 73,5%. И типичные ошибки опять все те же вычислительные или здесь уже фактические ошибки, неумение решать такие задачи, кроме невнимательности и вычислительных ошибок. Задание номер 11 направлено на умение читать графики. В задании необходимо было сопоставить график и формулу, которая дает этот график. Выполняемость задания здесь еще ниже. 67,7%. Учащиеся испытывают затруднения при визуализации графика по его формуле и не могут устанавливать поведение графика по его коэффициентам. Задание 12 направлено на умение осуществлять практические расчеты по формулам, составлять несложные формулы, выражающие зависимости между величинами. Выполняемость задания составляет 63, чуть больше, чем 63,5%. Тоже низкий процент выполняемости. Данное задание некоторые учащиеся вообще пропускают, то есть не приступают к выполнению. И это прежде всего говорит о том, что учащиеся не умеют работать с математической моделью. Задание номер 13 направлено на умение решать неравенства и систему неравенств. Выполняемость задания составляет еще более низкий процент, практически 56% уже, то есть чуть больше, чем половина. Типичная ошибка, кроме вычислительных, неумение определять знак функции на интервале. Задание номер 14 направлено на умение применять знания в повседневной жизни по теме арифметическая прогрессия. Выполняемость заданий также примерно составляет 55%. И здесь фактически просто неумение решать задачи данного типа, плюс к тому же, что тот, кто берется решать, также совершают вычислительные ошибки. Это второй модуль был охарактеризован, модуль алгебра. Следующий модуль – это модуль геометрия. Задание 15, 16, 17, 18 – это все простейшие геометрические задачи. В задании номер 15 на соотношение между сторонами и углами треугольника. Выполняемость заданий 74% почти. Типичная ошибка, кроме вычислительных, это незнание точного определения косинуса и синуса острого угла прямоугольного треугольника. В задаче номер 16. Задача номер 16 направлена на умение применять свойства вписанного, то есть применялась задача на применение свойства вписанного в окружность четырехугольника, свойства вписанных в окружность углов. Выполняемость задания составила 45%. Типичная ошибка, опять-таки, незнание свойств геометрии. Задание номер 17. В задании номер 17 нужно было найти среднюю линию трапеции или угол между диагональю и стороной ромба. То есть задача направлена на умение такие, то есть показать, как уметь найти среднюю линию или угол между диагональю и стороной ромба. Выполняемость задания уже чуть выше, все-таки 66%. Задание номер 18 – это задача, изображенная на квадратной решетке, на нахождение тангенса угла и площади треугольника. Выполняемость задания составляет почти 80%. Но здесь в большей степени эксперты отмечают вычислительные ошибки. И задание номер 19 направлено на умение оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения. Выполняемость задания составляет меньше, чем 60%. Учащиеся плохо знают точные определения, формулировки теорем, свойства геометрических фигур, поэтому не обращают внимания на такие тонкие нюансы в этих формулировках и дают неверные ответы. Это краткая характеристика
по первой части, которой условно я выделила 3 модуля. Практикоориентированные задачи, задачи модуля геометрии и алгебры. Ну и вот ниже на диаграммке вы видите проценты выполнения второй части, то есть можно отметить, что большинство, то есть вообще процент выполнения заданий второй части, ну, неимоверно низкий, потому что такое 12% и 40%, 12% и 10%. Значит, ну, лучше всего ребята справились с задачей по геометрии, задача номер 23, это, ну, простейшая задача из этого модуля геометрии. И затем на втором месте это уравнение было предложено в 2021 году, 10,2%. Вот. Затем текстовая задача, но текстовая задача имеет маленький процент прежде всего из-за того, что ну, из-за неумения правильно оформить и учесть все, ну, как бы выражение через X, что ли, да, то есть все пояснения, все обоснования в задаче. Вот, то есть за необоснованностью. То же самое можно сказать и про задачу номер 24, где нужно было более тщательно оформить. Значит, ну и совсем низкий процент, то есть менее 1% показывает выполнимость заданий 22. Это график, параметр, функция. И задача номер 25, ну, задача, которая является одной из сложных задач вообще всей экзаменационной работы, ну и в частности, конечно, части по геометрии. Так, ну типичные ошибки по второй части, если коротко пройтись, вообще презентация будет в доступе, поэтому можно будет подробненько самостоятельно ознакомиться на сайте. Так, значит, 20-е задание предлагалось уравнение, средний процент мы уже видели на диаграмме. Ошибки при решении квадратного уравнения, в том числе неверная запись формул, вычислительные ошибки, ошибки в действиях с рациональным числом, незнание правил вычисления, ошибки со знаками, то есть, ну, все равно, что касается действий с числами, вычислительные ошибки и прочее. Запись необоснованных алгебраических преобразований, ошибки в записи корней квадратного уравнения в круглых скобках в виде упорядоченной пары чисел как координаты точек, ошибки при словесном описании решения, например, выражение равно нулю, если его часть равна нулю, подбор корней уравнения без обоснования их нахождения, неверное решение квадратного уравнения, имеющего вид квадрата двучлена в левой части равенства, неверное использование математической терминологии, вместо слова уравнения записывают выражение. Ну, это, конечно, как бы больше относится к опискам, к неточностям, к недочетам, но если ученик допускает не один недочет в работе, то оно может и, соответственно, обнулять данное задание. В общем-то, ошибки при выполнении второй части, как показывает статистика и как отмечают эксперты, в основном все-таки повторяются одни и те же. Так, задание номер 21 – это текстовая задача. Отсутствует краткая запись пояснения к действиям, выполнимым в ходе решения задачи. Решение задачи выглядит как столбик примеров. Отсутствуют дополнительные комментарии при решении задачи через формулу малярной массы вещества. Не доводят решение до конца, находят массу сухого вещества в свежих фруктах, допускают ошибки при составлении пропорции, не объясняют, какая зависимость между величинами. Вычислительные ошибки, ошибки по невнимательности всегда имеют место быть, находят разность процентного содержания воды в свежих и сухих фруктах, допускают ошибки в составлении действия процент минус процент равно килограммы, умножая массу в килограммах на процент и получают килограмм. Ну, то есть это уже такие фактические ошибки, будем говорить, такие грубые ошибки, то есть вообще не владение материалом, не только 9 класса. Отсутствует описание переменной при ее вводе и условия для составления уравнения. Задание номер 22. Построение графика и определение параметра.
для графика функции. Так, процент 0,85. Значит, какие здесь ошибки? Баллы распределялись: 1 балл за графики, 1 балл за вторую часть задания, то есть за определение, за обоснованное определение параметра. Вместо области определения функции записывают ОДЗ. Грубая ошибка. Не показывают нахождение значений параметра К графическим способом. Не чертят прямые y равняется К и не описывают их построение. Отсутствует деление на координатных осях, в результате чего график строится схематично и не проходит через точки, указанные в таблице значений. Запись не соответствует построению. Допускают ошибки при построении частей графиков, берут в таблицу значений точки, находящиеся за пределами этой области. Отсутствуют таблицы значений для построения графиков, либо значения переменной или переменных, которые находятся ошибкой. Отсутствует разрыв графика в соответствии с условием. Выписывают не все значения параметра. Отмечается неверное название или отсутствие названия функции, ее графика. Отсутствует проверка граничной критической точки. Подписывают построенные графики сходной функции без учета промежутков построения. Допускают небрежность в написании функции. Выражения называют функцией. Допускают вычислительные ошибки при нахождении значений ординат и при нахождении точек пересечения с осями координат. Ну, здесь, конечно, большой диапазон, где можно совершить ошибки или недочеты, которые приближаются к ошибкам и которые могут свести задание в 0 баллов, так как у нас задание с графиком, построение графика оценивается всего лишь в 1 балл, поэтому достаточно недочетов, небрежности какой-то, который будет обнулять этот пункт, а второй пункт на основе при 0 баллов за первый, конечно, он не учитывается. Задание номер 23, это такое самое победное задание во второй части, самый большой процент имеет выполняемости в 2021 году. Но все же какие типичные ошибки были допущены? Отсутствует чертеж к решению геометрической задачи, либо чертеж не соответствует условию задачи. Допускают ошибки в построении чертежей, обозначают разные углы одинаковыми дугами, отсутствуют необходимые обозначения на чертежах, не записывают обоснования к действиям геометрической задачи, отсутствуют ссылки на свойства определения теоремы, пропускают части решения, например, не доказывают, что треугольник является прямоугольным, а сразу к нему применяют теорему Пифагора, допускают ошибки в пояснениях, например, используют теорему Пифагора, называют ее теоремой Виета. При введении обозначений не описывают их. Сложности при построении логической цепочки рассуждений. При нахождении длины отрезка допускают записи вида AH в квадрате равняется плюс-минус 20. Так, то есть, ну, такая запись характерна была бы, если был бы у ученика введен параметр x, то есть была бы введена бы переменная x, и тогда x в квадрате, ну, конечно, нет, извиняюсь, это когда x в квадрате равняется чему-то, то тогда x равняется плюс-минус. А уж квадрат числа, конечно, отрицательным быть не может быть. Ну, тут, да, такие ошибки тоже имеют место быть. Ну, типичные вот такие ошибки. Так, задание номер 24. Задачи по геометрии на доказательство. Ошибки при выполнении чертежа. Изображение вместо трапеции параллелограмма, квадрата или ромба и проведение доказательства с учетом свойств этих фигур. Ну, то есть вообще незнание элементарных понятий геометрических фигур. Использование при доказательстве окружности, существование которой не оговорено без рассуждения и доказательства. Подмена понятия подобия треугольников понятием равенства треугольников. Использование несуществующего признака подобия треугольника по трем углам. Либо неверное формулирование признака, например, по двум углам и стороне между ними. Запись неграмотных обоснований при доказательстве равенства элементов. Например, углы, опирающиеся на одну и ту же сторону, равны. При доказательстве подобия сторон первой пары без использования свойств пропорции для перемены мест крайних или средних членов пропорции.
Отсутствие ссылки на признак, по которому доказывают подобие треугольника. Подмена геометрических понятий. Путают отрезок и прямую, угол и вершину. Сходственные стороны называют подобными сторонами. Использование при доказательстве букв, которых нет на чертеже. Необоснованный вывод пропорциональности сходственных сторон двух подобных треугольников, то есть без доказательства сразу записана пропорция. Применение фактов, требующих доказательства без таковых. И ошибки при использовании символа, например, при написании знака подобия, применяют знак приблизительного равенства. Ну и задача номер 25. Данная задача относится к геометрическим задачам высокого уровня сложности, средний процент едва лишь 0,1, то есть даже 0,2 не составляет. Ну, здесь, конечно, просто неумение решать задачи, ориентироваться в геометрическом материале, но те, которые приступают к решению задачи, решают и ошибаются, то ошибки следующего характера. Неверное построение окружности, нарушение одного или обоих условий задачи, неверная трактовка следствия из теоремы о касательной и секущей, введение дополнительного несуществующего условия о том, что высоты треугольника делят его стороны пополам, или высота другой окружности делится пополам. Ну и вот на одном слайде, значит, все три диаграммки, чтобы еще раз посмотреть уровень выполняемости в процентном соотношении заданий ОГЭ в 2021 году. То есть первая пятерка у нас практикоориентированных задач, затем идет модуль алгебра и затем идет модуль геометрия, средний процент выполнения заданий. Так, результаты экзамена показывают, что базовая математическая подготовка, составляющая основу общего образования учащихся, принимавших участие в государственной итоговой аттестации 9 классов, в целом сформирована. Вместе с тем у школьников в недостаточной мере сформированы общеучебные умения, такие как сравнение, классификация, умение анализировать информацию, логическое мышление, навыки работы с тестовыми заданиями, умение на смысловое чтение, вычислительные навыки, недостаточные геометрические знания, графическая культура, умение грамотно оформлять решения. Эти проблемы связаны с тем, что вероятно, учителя много времени и внимания уделяют отработке алгоритмов решения заданий стандартного характера. Решите уравнение, решите неравенство, упростите выражение. То есть своего рода происходит натаскивание учащихся на определенные типы заданий, на определенные формулировки. В то же время на уроках недостаточно внимания уделяется решению задач, требующих применения знаний из различных разделов курса. Алгебра, недостаточно решаются задачи практического характера, то есть практикоориентированные, связанные с жизненным опытом выпускников. Вот. Это вкратце об результаты, значит, статистический анализ результатов ОГЭ в 2021 году. Сейчас кратко анализ будет проведен результатов ЕГЭ, также с указанием типичных ошибок. Так, постараюсь покороче. Так, итак, у нас значит, с самого начала, опять-таки, может быть, я повторюсь уже, но в 2021 году сдача ЕГЭ осуществлялась на профильном уровне и форме ГВ, необходимой для получения аттестата. На профильном уровне приняло участие 2242 человека, и по сравнению с предыдущими годами, так же, как и на ОГЭ, произошло сокращение числа экзаменуемых.
примерно в цифрах таких, то есть с 51% изменилось до 48%. Большинство учащихся, сдающих ЕГЭ на профильном уровне, это выпускники, обучающиеся по программам среднего общего образования, это выпускники общеобразовательных школ, школ с углубленным изучением отдельных предметов, лицеев, гимназий. Так, ну на этом слайде вы можете увидеть ОМК, которые используются. Здесь у нас как бы ничего нового не происходит. Так, посмотрим, какие основные результаты ЕГЭ по предмету были получены выпускниками в 2021 году и сравним с предшествующими годами. Количество участников, не преодолевших минимальный порог по ЕГЭ, значительно ниже, чем на ОГЭ, и составляет всего лишь 5,7% по сравнению с там, больше 9% было, да. Но это также, кстати, в табличке посмотрим, это также гораздо ниже, чем в 2020 году, и все же процент не сдавших все же выше, чем в 2019 году. Видно из таблички, там почти 3%, а в 2021 году больше 5%, то есть 5,7%. Процент учащихся, набравших средний тестовый балл, остается неизменным, как и примерно количество учащихся, получивших 100 баллов. А процент учащихся, набравших от 81 до 99 баллов, даже значительно увеличивается. Количество участников образовательных организаций, продемонстрировавших наиболее высокие результаты, преобладают так же, как и в ОГЭ, в лицеях республиканских города Сыктывкара, то есть это ФМЛИ, лицей при СГУ, лицей для одаренных детей, в лицеях и гимназиях города Сыктывкара, это ТХЛ, ЛНД, гимназия номер 1, также в школе Ижемского района, Сосногорска и Сыктывдинского районов. Так. Ну, здесь на слайде вы можете познакомиться с образовательными организациями, продемонстрировавшими наиболее низкие результаты. Так, итак, анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий в 2021 году. Экзаменационная работа состояла из 19 заданий, из 2 частей. Изменений в 2021 году по сравнению с 2020, 2018-2019 не было. И результаты выполнения заданий второй части примерно остались на таком же уровне. Задания первой части направлены на проверку освоения базовых умений и практических навыков применения математических знаний в повседневных ситуациях. Это 8 заданий базового уровня сложности, задания с 1 по 8 с кратким числовым ответом, проверяющих наличие практических математических знаний и умений. Задания второй части. Посредством этих заданий осуществляется проверка освоения математики на профильном уровне, необходимом для применения математики в профессиональной деятельности и на творческом уровне. Это 11 заданий по материалу математики за курс средней школы, проверяющих профильный уровень математической подготовки. Из них 4 задания повышенного уровня сложности, это задания с 9 по 12 с кратким ответом, 7 заданий. Это задание с 13 по 19 с развернутым ответом. Причем среди них 7 заданий. Среди 7 заданий, этих 5 заданий определены как задания повышенного уровня сложности, а 2 задания – задания высокого уровня сложности. Наибольший процент выполняемости составили задания из второй части, задание номер 13.
тригонометрические уравнения, номер 15 логарифмические или показательные неравенства, это от 34%, 19% последнее, и 17-е задание, финансовая задача, около 18%. Затем во второй части лидирует задача номер 19, это нестандартная олимпиадная задача, ее процент тоже недостаточно, то есть достаточно не низкий, около 13% по сравнению с другими заданиями. Так, по-прежнему на низком уровне остаются задачи геометрического характера, задачи номер 14 и номер 16. Их процент выполнения составляет от 1 до 2%. И задачи с параметром, выполняемость которой составляет 2%. Так, вот на диаграмме можно увидеть итоги экзамена в процентном соотношении и также в сравнении даже с предыдущими годами. Так, ну, наверное, не буду зачитывать здесь по слайду. На слайде дана характеристика каждого задания второй части повышенного уровня и высокого уровня сложности. Так, вот. Ну и немножечко вкратце остановиться на типичных ошибках, которые были выявлены при решении задач с развернутым ответом в 2021 году. На презентации, на слайдах вы можете познакомиться с заданиями, которые были, и также коротко там описаны, какие ошибки были допущены. В задаче номер 13, например, типичными ошибками являлось неверное решение уравнения вида синус x равняется а, также вычислительные ошибки. Дальше отсутствие обоснования при отборе корней. Особенно этот отбор отсутствует, когда ученик предлагает отбор корней по кругу, по тригонометрической окружности. Задача номер 14. Ошибки при выполнении задачи номер 14 при доказательстве, то есть, это к данной задаче массово просто было отмечено отсутствие доказательства параллельных прямых при построении сечения. То есть этот факт, то, что при построении мы проводим параллельные прямые, принимался учениками как данное утверждение, как факт. Вот. А это уже является все-таки грубой ошибкой, потому что это нужно было обосновать, подтвердить. И далее вторая часть, это пункт Б, это при нахождении объема, то есть формула объема. В задании номер 15 отсутствовал переход к исходной величине при замене переменной, отсутствие равносильности при переходе от одного неравенства к другому, неверное решение самого неравенства, сведение неравенств к решению уравнения. Так, задание номер 16. В задании номер 16 можно коротко отметить, что там задача имеет маленький процент выполнения, и практически выполнялся только один пункт учащимися. Это либо пункт А, либо пункт Б. Но типичные ошибки для тех, кто выполнял, в основном такие же, то есть недообоснованность, фактические ошибки при применении каких-то фактов геометрических. Так, задача номер 17. Прежде всего, то есть это финансовая задача, там нужно было много вычислять, приходится много вычислять, поэтому типичной ошибкой являются арифметические ошибки. Затем фактические ошибки такого плана, как путаница между долей числа и количество процентов. В целом неверное построение математической модели. Задание номер 18. Недостаточная обоснованность, то есть рассматриваются не все случаи решения уравнения, или же в решении не учитывалось ОДЗ, что повлекло за собой неверные ответы. Затем
деление обеих частей уравнения на буквенное выражение на x плюс а или на x минус а, то есть на выражение, содержащее переменную, что привело, в свою очередь, к потере корня. И в 19-й задаче, ну, здесь либо, да, учащиеся решают, либо не решают, но первые два пункта в основном учащиеся приступали, то есть, опять-таки, массово можно было отметить, что выполняют пункт А, так как он состоял просто из перебора вариантов, то есть можно было угадать и подтвердить это на примере, то есть как бы такого плана интуитивный какой-то подход даже. И в пункте Б, ну, тоже похожие, немножко похожие варианты решения, поэтому чуть меньше, но все же учащиеся приступали к решению и пункта Б, а в пункте В требовалось произвести доказательства, то есть оценить, в какой диапазон попадают те или иные там решения, и привести еще пример, то есть оценка плюс пример. Так. Ну вот, это краткая характеристика, я прошлась проделав анализ результатов ЕГЭ 2021 года. Вот, и небольшие рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания предмета на основе выявленных типичных затруднений и ошибок. Ну, что хочется отметить. Учителям следует использовать результаты государственной итоговой аттестации в качестве диагностики сформированности базовых знаний и умений. Затем, итоговое повторение и завершающий этап подготовки к экзамену должны способствовать выявлению и ликвидации проблемных зон в знаниях обучающихся, закреплению имеющихся умений и навыков в решении задач, снижению вероятности ошибок. Учителям следует обратить внимание на отработку безошибочного выполнения несложных преобразований и вычислений, в том числе на умение найти ошибку. Но практически это проделывается всеми группами учащихся, то есть независимо сильные, слабые, средние. Обратить внимание на оформление заданий второй части, так как очень часто при верном ответе экспертами снижается балл из-за недостаточной обоснованности решения. То есть, ну, это очень важно сделать акцент на оформление, так как если лишь только незначительная недообоснованность, то это в крайнем случае -1 балл, но еще смотря в какой задаче, да, это вот эта недообоснованность. Если уже ну, как бы намечается такая в нескольких местах, то есть на нескольких этапах решения задачи, то решение может быть уйти в 0 баллов. Так. Ну, здесь вот я написала сбоку ОГЭ, то есть преимущественно больше рекомендаций, наверное, к ОГЭ подойдут. Активнее использовать информационно-коммуникативные технологии, больше внимания уделять развитию общеучебных умений и навыков учащихся, умение находить и анализировать информацию, умение работать с различными источниками информации, умение найти более рациональный способ решения, умение осуществлять самоконтроль при решении примеров и задач. После решения уравнения делать проверку, выбирать корни, соответствующие данному уравнению. Любая геометрическая задача должна содержать чертеж и соответствующее оформление по условию задачи. В решении необходимы ссылки на используемые теоремы. При решении геометрических задач допустимы ссылки только на теоремы, аксиомы, сформулированные в учебнике. Все остальные утверждения должны быть доказаны по ходу решения задачи. При упоминании теоремы или аксиомы необходимо указать ее название или полностью сформулировать. При построении графика функции необходимо указывать название не только функции, но и графика и строить в соответствии с алгоритмом, то есть как бы указать способ построения графика. Выколотые точки склейки должны быть обговорены и проверены особо. Понятие «верно найденное значение параметра» подразумевает графический или аналитический способ решения задачи. На основании второго можно сделать вывод о выбранных значениях параметра. Решение текстовой задачи с помощью уравнения должно начинаться с введением переменной
и условия, согласно которому составляется уравнение. Решение уравнения в текстовой задаче должно выполняться в соответствии с алгоритмом решения уравнения. Если текстовая задача решается по действиям, то каждому действию необходимо пояснение. Построение графика функций должно быть основано на свойствах функций, то есть стандартная схема построения параболы, прямая строится по двум точкам. Решение любого задания должно завершаться выделенным ответом. Все записи, в том числе и чертежи, должны быть выполнены только черной гелевой ручкой, иначе чертежи и записи все эти не сканируются, и непонятно, о чем идет речь. Так, и рекомендации по организации дифференцированного обучения. Педагогам рекомендуется включать в постоянную практику разбор и коррекцию типичных ошибок, допущенных обучающимися при выполнении тренировочных и диагностических работ, выполнение разнотипных заданий, совместную разработку с учащимися алгоритмов выполнения заданий разных типов, разработку и решение заданий, связанных с применением теоретических знаний в практической прикладной сфере, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ в качестве закрепления пройденного материала, педагогической диагностики, контроля. Учителям обязательно проводить входящую и текущую диагностику достижений каждого учащегося для индивидуального подхода к подготовке. Рекомендуется выделить группу обучающихся, показывающих по результатам диагностических работ низкие результаты, с которыми следует проводить корректирующие мероприятия, целенаправленно выделяя задания, наиболее доступные для выполнения. Но также наряду с группой слабых учащихся необходимо выделять учащихся с высокой мотивацией к изучению математики и организовывать для них какие-то дополнительные задания для удовлетворения познавательных потребностей, возможно, элективные, факультативные курсы по решению задач повышенного и высокого уровней сложности. Необходимо усилить разъяснительную работу среди обучающихся и их родителей по выбору соответствующего уровня математической подготовки. Для успешной сдачи ЕГЭ следует увеличить долю изучения разделов геометрии, теории вероятности, статистики, логики в преподавании курса математики. При изучении курса геометрии следует повышать наглядность преподавания, уделять больше внимания формированию конструктивных умений и навыков. При изучении тем по теории вероятности и статистики необходимо ориентироваться на практическое применение решаемых задач. Важным является внедрение механизмов, позволяющих ликвидировать пробелы в изучении курса математики. Так, и как известно, да, немножечко я сейчас еще две презентации, коротко остановлюсь на изменениях в ЕГЭ, которые грядут в учебном году, то есть ребята будут сдавать в 2022. Значит, что у нас изменилось? То есть проект был уже раньше опубликован. Так, что касается содержания экзамена по математике, регламентации, какими документами он регламентируется, здесь ничего нового нету. Это все остается. Дальше, характеристика контрольных измерительных материалов ЕГЭ. Контрольные измерительные материалы профильного ЕГЭ 2022 года по математике претерпели ряд содержательных и структурных изменений по сравнению с 2018-2020 годами. Экзаменационная работа состоит из двух частей также, которые различаются по содержанию, сложности, числу заданий, форме ответа. Первая часть содержит 11 заданий. Это задание с 1 по 11 с кратким числовым ответом. Часть вторая содержит 7 заданий. Это задание с 12 по 18 с развернутым ответом. Правильное решение каждого из заданий 1.11 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если экзаменуемый дал правильный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Но здесь в смысле оценки ничего нового не произошло. Решение заданий с развернутым ответом оценивается также от 0 до 4 баллов. Развернутый ответ предполагает полную запись решения с обоснованием выполненных действий.
Полное правильное решение каждого из заданий 12, 14 и 15 оценивается 2 баллами. Каждое из заданий 13 и 16 оценивается 3 баллами. Каждое из заданий 17 и 18 – 4 баллами. Проверка выполнения заданий с 12 по 18 проводится экспертами на основе разработанной системы критериев оценивания. Максимальный первичный балл за всю работу составляет 31. Итак, какие изменения произошли? Удалены задания 1 и 2, проверяющие умение использовать приобретенные знания и умения в практической повседневной жизни. Задание 3, проверяющее умение выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. То есть на координатной плоскости сетка. Значит, то есть удалены 3 задания, номер 1, 2 и 3. Добавлены задание 9, проверяющее умение выполнять действия с функциями, и задание 10, проверяющее умение моделировать реальные ситуации на языке теории вероятности и статистики, вычислять в простейших случаях вероятности событий. Внесено изменение в систему оценивания, то есть по количеству заданий получается изменение: на одно задание стало меньше, 3 задания удалили, 2 задания добавили. И изменения в системе оценивания. Максимальный балл за выполнение заданий повышенного уровня 13, проверяющего умение выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами, стал равен 3, то есть что было 14-й задачей. Максимальный балл за выполнение задания повышенного уровня 15, проверяющего умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, стал равен 2. Ну и количество заданий, как я уже сказала, уменьшилось на 1 задание. Так, какая будет шкала в переводе, пока неизвестно. Пока можно встретить в интернете следующую картинку. Просто баллы поднялись и все. И то есть теперь первая часть совсем мало баллов имеет. То есть 100% выполнение первой части, то есть тестовой части, составляет что-то там чуть больше 50 баллов, там 56-55 что ли баллов. Возможно, что в пересчете как-то что-то изменится. Итак, значит, здесь даны таблички, которые сопоставляют, что стало, что было, и оценивание в баллах. Так, значит, задания теперь 1, 2, 3, 4, 5. Первые 8 заданий соответствуют заданиям, которые были. Задание 5, 4, 6, 9, 8, 7, 10, 11. Значит, далее у нас, то есть произошло смещение, и задание 9, 10 – это новое задание, их не было. И задание 11, то есть задание 12 поднялось на ступень 11 задания. Так, оценивается все в 1 балл, как и было. Далее вторая часть, задание 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. То есть задание второй части, просто нумерация тоже сдвинулась. Соответствует заданиям с 13 по 19. Характеристика заданий остается та же самая. 12 задание – это задание тригонометрическое, преимущественно тригонометрическое уравнение. 13 задание – это стереометрическая задача. Задача номер 14 теперь соответствует номер 15. Это задача, это в основном логарифмическое неравенство или показательное, то есть это неравенство. Задание номер 15 соответствует номеру 17. Это финансовая задача или экономическая задача, так как может быть задача еще и на оптимизацию производства. Задача номер 16 соответствует задаче номер 16. Это задача по геометрии, планиметрическая задача. И задача номер 17 и 18 соответствуют задачам номер 18 и 19, то есть это параметр и олимпиадная задача нестандартная. Вы видите здесь распределение баллов по второй части, то есть поменялись местами геометрическая задача и финансовая задача. Теперь финансовая задача будет оцениваться в 2 балла, а задача по геометрии будет оцениваться в 3 балла.
Ну, уровень сложности, если честно говорить, действительно геометрическая задача намного выше, чем задачи, которую предлагают по финансам. Так, ну здесь на следующих слайдах можно посмотреть сравнительный анализ. Наверное, я тоже не буду это комментировать. Здесь очень хорошо, подробненько показано. Значит, вот задание номер 1 было в перспективной модели, и какое-то задание теперь в демоверсии, то есть сопоставление. Потому что, если, насколько мы помним, что в перспективной модели все-таки было 19 заданий, а не 18. Все же одно задание пока, по крайней мере, оно убрано, и в демоверсии его нету. Вот здесь идет такое сопоставление. Самостоятельно можно познакомиться с этим. На сайте эта презентация будет, все будет в доступе, как обычно. Так, я думаю, что полезно даже и прорешать и перспективную модель, и демоверсию. Так, по второй части также идет несколько типов заданий, даже приводится. Есть ответы, также сейчас посмотрим. Вот это ответы на первую часть, даже нескольких вариантах. То есть, ну там, потому что по некоторым заданиям даны несколько типов заданий. Так, и решение и критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом. Но здесь, чтобы не говорить слишком много, критерии оценивания остаются те же самые. Вот, тоже можно по каждому типу задания можно познакомиться. Здесь разборы заданий идут и критерии оценивания каждому типу заданий. Так. Вот, ну и немножечко просто покажу на презентации тоже, чем вы можете воспользоваться. То есть у меня всего сегодня рабочий материал, это 3 презентации. Вот, первая презентация была общий анализ, вторая презентация это изменения и новые задачи в ЕГЭ я сюда поместила. Это задачи номер 9 и задачи номер 10 с разборами тут. Но, правда, если детям сразу давать вот эти задачи, то несколько непривычный формат заданий, поэтому можно знакомить их отдельным блоком. Я вот поместила для вас на презентацию, можно это все прорешивать вместе с детьми. Так, и также задача номер 10. Задача номер 10 – это задача по теории вероятности, но наиболее сложным алгоритмом решения. То есть вторая задача там легкая, которая была в самом начале, ну и здесь более сложные задачи. То есть вот это можно все рассмотреть. Так, и на третьей презентации, вот третья презентация, посмотрите, приемы решения, практика ориентированных задач нового типа ОГЭ. Значит, здесь с картинками разные типы задач. Ну, во-первых, что нужно знать и что нужно уметь делать для того, чтобы решать эти задачи. Какими навыками, умениями нужно обладать на первых 2 слайдах. Затем идут типы разных задач. Как бы задачи, конечно, раз на раз не приходятся. Некоторые задачи очень просты в понимании и в применении, а некоторые задачи ну, достаточно сложного содержания, сложно в них разбираться. Вот задача о дачном участке. Идет формулировка задания и разобран способ решения, то есть ответы на все вопросы, поставленные к данной формулировке задания. Вот. Это нет смысла тоже комментировать, как бы вот так, да, потому что это сложно, много времени уйдет. Нужно это самостоятельно разбираться. Задача земледелия в горных районах. Вообще задачи очень красочные по содержанию, очень интересные, очень полезные. Как бы, готовя вот эту вот презентацию, разбираясь в решении прежде всего самой в этих задачах,
подчеркнула для себя даже очень много интересного и полезного. Поэтому я думаю, что и детям тоже будет достаточно интересно. И полезно научиться решать, так как первая 5 задач, вы видели, что она в целом, в среднем, она имеет небольшой процент выполняемости. Первые задачи, еще которые идут с планом участка, с дорогами, они, как правило, детям легче даются. И особенно, что касается первой задачи к этой формулировке, где нужно просто по картинке, допустим, просто сопоставить, где какая дорога, где какой населенный пункт, или там, где какая комната, то это, да, там процент выполняемости хороший таких заданий. А там, где уже нужно применять полученное, сопоставлять, там уже задачи сложнее даются. Но достаточно интересная задача про шины. Так, и затем, что это? Задачи про форматы листов. Так, но здесь, наверное, у меня нету задачи про ОСАГО. Задачи наиболее сложные, на мой взгляд. Так, ну вот все. Вот, на этом у меня все презентации можно будет потом взять на сайте. Сейчас Анжелика Васильевна должна подойти и познакомить вас вкратце с остальными вопросами нашего заседания. Так, если возникнут какие-то вопросы, есть моя почта, с удовольствием отвечу на них. Пользуясь случаем, сразу же напоминаю, что завтра методический семинар ведет Илья Иванович Бажена. Пожалуйста, присоединяйтесь и участвуйте. Так, сейчас я расскажу. 17. Сначала начнем с региональной. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами уже сильного буду, однако мы с вами должны рассмотреть еще вопросы о сопровождении формирования функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов. Данную информацию должна была предоставить Мария Анатольевна Габова, но так как она отсутствует, представлю ее я. Ну и коротенечко, буквально я расскажу вам о механизмах взаимодействия республиканских методических объединений и муниципальных методических объединений. Как вообще строится работа между, значит, КРИРО, управлением образованием и, получается, вами. Начнем с функциональной грамотности. Максим Станиславович, включите, пожалуйста, другую презентацию, не эту. ФГ. Функциональная грамотность. Нет, нет, она уже загружена. Она уже загружена мною. Ага. Уважаемые коллеги, мы все с вами знаем, что цель нашего образования – это вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству образования. И вы, наверное, уже и слышали, и видели приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 17 сентября 2021 года об утверждении регионального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Республики Коми на 2021-2022 год.
Значит, уже в 19-м, в 21-м учебном году проведена большая работа в данном направлении, и вы можете это видеть на слайде. Прошли повышение квалификации, семинары, вебинары, была организована республиканская стратегическая конференция, международный методический семинар «Эффективный учитель для эффективной школы». Реализовывались проекты «Эффективная школа 500+», «Молодые педагоги». 450 педагогов обучились в Академии Минпросвещения России на курсах повышения квалификации, совершенствования предметных и методических компетенций, в том числе в области формирования функциональной грамотности. Значит, в этом году, в этом учебном году мы тоже продолжаем данную работу. Уже сформирована рабочая группа региональная, сформирован региональный план мероприятий. Оператором являемся мы, институт. Значит, уже определены региональные координаторы. Соответственно, в муниципалитетах это муниципальные координаторы. Сформированы планы мероприятий на уровне муниципалитета. Ну и, конечно же, все данные мероприятия должны быть организованы и в образовательных организациях. Это все общеобразовательные организации, это все учителя 8-9 классов и обучающиеся в 8-9 классах. Значит, какова же структура управленческой модели сопровождения, формирования, оценки функциональной грамотности? Ну, конечно же, во главе у нас стоит Министерство образования, науки и молодежной политики. Также на республиканском уровне это КРИРО, это республиканские методические объединения, это региональная команда. На муниципальном уровне это муниципальные методические службы, муниципальные команды и муниципальные методические объединения. Ну а на уровне образовательной организации это педагоги, обучающиеся и родители. Обратите внимание, представлен на слайде, представлены те ответственные, которые отвечают по направлениям. И здесь вы можете увидеть, что за математическую грамотность отвечает Русанова Мария Анатольевна, это председатель нашего республиканского методического объединения учителей математики. Ну и по финансовой грамотности, обратите внимание, Аверин Александр Викторович, которого вы также все знаете. Ну и по креативному мышлению Баженов Илья Иванович, заведующий кафедрой точных наук нашего института. Каковы же механизмы реализации регионального плана? То есть что организуется на уровне института? Еженедельно проходят методические совещания по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с муниципальными органами управления образованием. Проходят стратегические и информационные сессии для республиканских методических объединений и представителей экспертного сообщества. Выездные методические сессии, коворкинги в муниципалитетах, информационные сессии, семинары для управленческих команд образовательных организаций. Обратите внимание, также на слайде представлена линейка обучающих практикоориентированных семинаров для педагогических работников. Данная презентация также будет вам представлена, вы тоже можете ее изучить, и уже темы я читать не буду. Обратите внимание на информационно-методическое сопровождение. То есть на нашем сайте, на сайте института есть раздел, который так и называется «Функциональная грамотность». Он выделен как раз в кружочек, да, красный. То есть вы заходите туда и оказываетесь на страничке, которая вот такая цветная, красивая, и видите все мероприятия, которые проходят у нас. Здесь можно найти всю нормативную документацию, информационно-методические мероприятия, банки заданий и методические рекомендации. Обратите внимание, что до 30 ноября 2021 года осуществляется повышение квалификации по вопросам функциональной грамотности, которые должны пройти все учителя 8-9 классов.
Называется данный курс «Функциональная грамотность обучающихся. Основные подходы к формированию к оценке». Какие разделы, какие темы рассматриваются, вы здесь тоже можете посмотреть. На следующем слайде вы видите банк заданий. Это уже страница представлена Института стратегии развития образования Российской академии образования. Здесь есть ссылочка, вы тоже можете воспользоваться, если вы, например, не знали. Можете пройти и увидеть здесь все банки заданий для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся основной школы. Банк открыт, то есть он находится в свободном доступе. Обратите внимание, здесь же представлена страница не только, получается, по математической грамотности, здесь представлена и читательская грамотность, и, естественно, научная, глобальные компетенции, финансовая грамотность и креативное мышление. Далее, на портале «Единое содержание», обратите внимание, ссылка тоже представлена. Здесь материалы тоже по формированию функциональной грамотности. Здесь представлены примерные рабочие программы, которые вы тоже можете использовать. Далее, вы здесь видите, значит, серию «Функциональная грамотность. Учимся для жизни». Это проект Института стратегии развития образования. Данный проект направлен на формирование умения применять в жизни знания, полученные в школу, предлагает обучающие тренировочные задания, основанные на реальных жизненных ситуациях, рассчитано на обучающихся 10-15 лет, содержит развернутое описание особенностей оценки заданий и рекомендации по их использованию. Ну и также содержит комплекс задач для самостоятельного или коллективного выполнения, приводятся комментарии, предполагаемые ответы и критерии оценивания. На следующем слайде представлен открытый банк заданий для оценки естественно-научной грамотности, именно ФИПИ. Далее представлен электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности. Так. Далее представлены возможности электронного банка заданий для оценки функциональной грамотности. Целью разработки данной информационной системы является обеспечение педагогов инструментарием с электронным банком тренировочных заданий для подготовки к тестированию по функциональной грамотности обучающихся. То есть мы здесь знакомимся с электронным банком заданий, проходим тестирование в режиме реального времени, ну и осуществляется проверка и интерпретация развернутых ответов. Значит, здесь представлена тоже регистрация на портале РЭШ в роли учитель. Тоже можете воспользоваться данной возможностью. Представлен план проведения мероприятий для оценки функциональной грамотности. Далее, пример задания диагностической работы представлен, тоже можете посмотреть. Ну и как образовательных организаций в развитии функциональной грамотности обучающихся. Это разработать программу по развитию функциональной грамотности, выделить специалиста, который будет отвечать за реализацию программы по развитию функциональной грамотности, спланировать и организовать работу по повышению квалификации учителей, разработке и использованию заданий по формированию функциональной грамотности, изучить особенности инструментария и подходы к оценке исследований ПИЗа, а также в федеральном проекте Минпроса Российской Федерации «Мониторинг формирования функциональной грамотности обучающихся». Проанализировать учебно-методические материалы, которые используют учителя, и обеспечить учителей учебными материалами нового поколения.
перестроить методическую работу учителей, создать механизмы мотивации учителей, организации их сотрудничества и обмена опытом, а также поощрения их работы. Вот, благодарим за внимание. А теперь буквально несколько слов я скажу о работе Республиканского методического объединения. Максим Станиславович, переключите, пожалуйста, другую презентацию. Буквально 5 минут расскажу о механизмах взаимодействия РМО и ММО. Напомню, что вся наша работа — это республиканские методические объединения, муниципальные методические объединения и, конечно же, ваши ШМО строится на основе федерального закона нашего от 29 декабря 2012 года номер 273 об образовании в Российской Федерации, а именно в соответствии с главой 2 «Система образования», статья 19 «Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы образования», где говорится: в системе образования в соответствии с законодательством Российской Федерации могут создаваться и действовать осуществляющие обеспечение образовательной деятельности научно-исследовательские организации и проектные организации, конструкторские бюро, учебно-опытные хозяйства, опытные станции, а также организации, осуществляющие научно-методическое, методическое, ресурсное и информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности и управление системой образования, оценку качества образования. Обратите внимание на данный слайд, но прежде я хотела бы остановиться, а что же такое методическое сопровождение? Напомнить вам, это взаимодействие субъектов профессионального сообщества, направленное на разрешение актуальных для педагога проблем и задач профессиональной деятельности, осуществляемое в процессах актуализации и диагностики существа проблемы, информационного поиска возможного пути решения проблемы, консультации на этапе выбора пути, конструирования плана действий и первичной реализации плана. Какие основные задачи сопровождения, которые мы с вами вместе осуществляем на различных уровнях? Это содействие реализации государственной политики в области образования и развитию региональной, муниципальной, локальной систем образования. Это содействие функционированию и развитию образовательных учреждений дошкольного, общего, среднего профессионального образования. Реализация образовательных программ в системе повышения квалификации, обеспечивающих программы развития системы образования района, региона. Это информационная поддержка руководящих и работников системы образования посредством анализа информации. Это обеспечение учебно-методического сопровождения участников образовательного процесса, выявление, обобщение, распространение педагогического опыта, оказание поддержки образовательным учреждениям во внедрении и сопровождении в ГОС, оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников, мониторинг качества образования. Посмотрите, пожалуйста, значит, у нас в прошлом году, в 2020-м, осуществляла деятельность 22 республиканских методических объединения. Проведено 61 заседание республиканских методических объединений. 53 вебинара и семинара были проведены. Также наши члены республиканских методических объединений приняли участие в 71 конференции международного, всероссийского, регионального, муниципального уровней. На сегодняшний день у нас осуществляет деятельность уже 25 республиканских методических объединений. На сегодняшний день проведено 32 заседания, охват 2852 педагога. Но здесь надо еще сказать, что наши члены РМО, они ведь не только слушают наши заседания, они очень активное участие принимают в экспертной деятельности. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на сайт. Они, значит, являются проверяющими всероссийских проверочных работ. Они участвуют в
в аттестации педагогических работников, участвуют в разработке требований к аттестационным работам, являются членами Республиканского экспертного совета при Министерстве образования Республики Коми, участвуют в оценке деятельности общеобразовательных организаций, в оценке авторских программ, в оценке программ курсов повышения квалификации, являются экспертами ЕГЭ и ОГЭ. На сегодняшний день они уже являются федеральными экспертами и тьюторами. Вы знаете, как это происходит. Мы с вами пишем диагностику, которую организует ФИОКа, и уже по результатам выявляются те учителя, тьюторы, те учителя-методисты, которые имеют хорошие результаты государственной итоговой аттестации, но в частности в данном случае их выбирают по результатам диагностики. Значит, здесь же вам хочу сказать, что в течение года мы проводим обязательных 4 заседания каждое РМО, но кроме этого мы еще организуем вебинары и семинары отдельно по требованию и по тем профессиональным дефицитам, которые выявляются в течение нашей работы. Поэтому, если у вас какие-то предложения есть, мы будем очень рады, если вы напишите нам либо в чате, либо на наш электронный адрес в информационном письме. Есть мой электронный адрес, мы будем очень рады помочь вам в каком-то, ну, может быть, проблемном поле, которое вас очень интересует. Ну, а теперь я бы хотела все-таки рассказать, как мы взаимодействуем. Значит, на сегодняшний день членами республиканских методических объединений являются более 4000 учителей наших школ, средних профессиональных образований, дополнительного образования. Но это не говорит о том, что другие учителя не могут стать членами республиканских методических объединений. Это не выбор муниципалитета. Хотя мы обращаемся в управление образования, и они нам предоставляют, ну, понятно же, предоставляет школа, предоставляет руководитель образовательной организации, предоставляет в управление образования, а уже управление образования отправляет мне. Но я вам скажу, что любой из вас, это не выборочно, это не как-то по-особенному, это методические объединения для всех педагогов Республики Коми. Потому что именно здесь вы можете, слава богу, в онлайн теперь не обязательно приезжать, а даже самая маленькая дальняя школа маленькой деревеньки может услышать эксперта по подготовке к государственной итоговой аттестации, экспертов, которые первыми обучаются, как будут проходить у нас с вами экзамены, и услышать те лучшие педагогические практики, которые есть в нашей республике. Значит, какие возможности есть у вас? Вот вы стали членом Республиканского методического объединения. Значит, вы имеете право предложить нам свой лучший педагогический опыт. Вот, возможно, кто-то из вас занимается какой-то определенной темой, но рассказать о ней вы можете только на школьном методическом объединении или в своем муниципалитете. А почему бы не показать ваш опыт на уровне республики? Мы всегда очень рады и приветствуем, когда к нам обращаются, значит, руководители управления образованием и предлагают нам своих учителей, которые готовы представить свой опыт. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, мы всегда очень рады услышать вас и увидеть вас. Далее у нас есть замечательный портал «Открытое образование Республики Коми», на котором есть раздел, который называется «Республиканские методические объединения учителей». На данном слайде вы видите как раз РМО учителей математики. Значит, мы заполняем его по мере того, какие федеральные
документы, региональные документы приходят именно по предмету математика. Мы здесь формируем банк лучших практик. Вот вы, например, выступили на заседании Республиканского методического объединения. Мы здесь размещаем ваши материалы. То есть, пользуясь данным ресурсом, вы можете обобщить свой опыт на республиканском уровне. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, мы очень будем рады сотрудничеству с каждым из вас. Уважаемые коллеги, ну вот, в общем-то, все, что я хотела сказать. У нас, конечно, была еще заявлена очень большая тема, но это нам надо будет с вами еще 1 час сидеть. Это итоги оценочных процедур. Мы с вами проведем вебинар этот отдельно, потому что он займет довольно много времени. Я так думаю, что его проведет уже сама Марина Анатольевна. Ну а сейчас, если есть у вас вопросы, я готова ответить. Еще раз повторюсь, что в письме, который был вам отправлен был в управление образования, муниципальные координаторы отправляют в образовательные организации, хотя я уже напрямую отправляю сейчас в каждую школу, чтобы вам быстрее пришла эта информация. Посмотрите, пожалуйста, если у вас вопросы есть, а здесь вы стесняетесь спросить, я буду очень рада, и мы с удовольствием с Марией Анатольевной поможем вам в любой вашей проблеме. Ну что, вопросов нет. Спасибо большое, уважаемые коллеги, что вы нашли время. Я надеюсь, что мы были вам полезны. Ну, конечно же, всем вам здоровья и мудрости. До скорых встреч!